гражданскую позицию, и поэтому сегодня на отчетной нашей конференции мне очень приятно все вас видеть. Большое вам спасибо. Итак, сегодня мы проводим отчетную конференцию Совета общественного самоуправления ТОС микрорайона Усиновский. Общее количество жителей, имеющих право принимать участие в решении конференции, составляет 16 291 человек. Количество избранных делегатов, согласно протоколу, 54 человека. У нас на конференции присутствует 38 человек. Таким образом, в соответствии со статьей 11 положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем Новгороде, наша конференция может считаться правомочной. Для соблюдения регламента и для работы конференции нам с вами необходимо избрать председателя и секретаря конференции. Какие будут предложения? Начать. Да. Начать. Галина Ивановна, подождите. Сначала мы должны избрать секретаря и председателя конференции. Итак, пожалуйста, Дмитрий Иванович, микрофон. Уважаемые товарищи, друзья, господа, предлагаю избрать председателем собрания Суслова Игоря Александровича. Человек явно заметный, и невозможно его не видеть. И секретарем Спилину Ларису Александровну. Вы ее тоже хорошо знаете. Предлагаю также избрать счетную комиссию. Дмитрий Иванович, минутку, не торопитесь, пожалуйста. А будут ли возражения по предложенным кандидатурам? Нет. Возражений нет. Прошу голосовать. Кто за предложенные кандидатуры? Большинство. Голосуем мандатами. Большое спасибо. Итак, большинством голосов принято решение председателем конференции избрать Суслова Игоря Александровича, секретарем конференции Спилину Ларису Александровну. Пожалуйста, прошу вас занять свои места. Спилина Лариса Александровна и Суслов Игорь Александрович. И еще для работы конференции нам нужно с вами избрать счетную комиссию. Ваше предложение? Нет предложений. Позвольте тогда. Вы простите меня, что я немножко поторопился, но я народ знаю наш, что это любят уважаемые, можно избрать. Я еще предлагаю в счетную комиссию Попову Марию Леонидовну и Нуралиеву Аллу Георгиевну. Алла Георгиевна, вам наш усиновский народ доверяет, поэтому я прошу Нуралиеву Аллу Георгиевну и Попову Марию Леонидовну занять места за столом. Мы это с вами, правда, не проголосовали, но кто за предложенные кандидатуры? Мы единогласно, удивительное единодушие. Большое вам спасибо. Таким образом, счетная комиссия занимает свои места, председатель и секретарь свои места. А я свой мандат. И слово я передаю председателю нашей конференции Суслову Игорю Александровичу. Маш, пиши ты. Ладно? А что надо писать? Ну, знаешь, один считай. Мандат там остался. Уважаемые делегаты, гости, жители нашего района. Прежде чем начать нашу конференцию, мне хотелось бы представить, что у нас присутствует представитель администрации города Конюкова Любовь Владимировна, начальник управления развития территориального общественного самоуправления. Я извиняюсь, но я представитель городской думы, а не администрации. Прошу прощения. Городской думы, извините. Я Нижегородского района, Калинина Татьяна Алексеевна, начальник отдела по работе с населением. Предлагается начать наше собрание с обсуждения повестки. На повестку вносится у нас следующий вопрос. Отчет председателя территориального общественного совета микрорайона Усиновский за период 2014-2015 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии о проделанной работе за этот же период и третий вопрос разные. Есть ли у кого замечания и дополнения к повестке? Замечаний нет. Тогда прошу голосовать. Кто за предлагаемую повестку? Отлично. Кто против?
Голосование. Нет. Кто воздержался? Нет. Таким образом, предлагаю начать нашу работу по следующему регламенту. Время доклада до 15 минут. Достаточно будет? Достаточно. Выступление в пленуме до 3 минут. Да? Единогласно. Просьба, у кого есть вопросы, по возможности подавать их в письменном виде. Единогласно. Ответы на вопросы мы будем выслушать после выступления докладчика. Дала? У меня запись. Есть ли возражения кого-либо по работе нашей конференции? Возражений нет. Это слово предоставляется Горину Платону для доклада. Поняла. Итак, дорогие мои, отчетную конференцию начинаем с отчетного доклада о работе Совета общественного самоуправления Госмикрорайона Слуцкий. Совет микрорайона Слуцкий осуществляет свою деятельность на территории микрорайона Слуцкий в Нижегородском районе. Численность населения микрорайона составляет более 20 тысяч человек, проживающих в 86 многоквартирных домах и в 103 домах частного сектора. В настоящее время Совет осуществляет свою деятельность при поддержке Советов многоквартирных домов и многочисленного актива. Основой работы Совета являются инициативные люди, способные увлечь других людей общими добрыми и полезными делами, работающие на общественных началах. За 20 лет работы Совет заслужил авторитет у жителей микрорайона. Это настоящий центр активности по работе с населением. Цель работы Совета – привлечение населения к активной общественной жизни, защита социальных и гражданских прав жителей микрорайона. Советом налажена связь с администрацией района, домоуправляющей компанией, социальными службами, общественными организациями. За отчетный проведено 10 заседаний Совета, на которых обсуждались и решались следующие вопросы. О 20-летии Совета, об организации встреч с интересными людьми, о мероприятиях, приведенных ко Дню Победы, об благоустройстве, оказании помощи беженцам, о результатах участия жителей в благоустройстве микрорайона, об участии Советов домов в городском конкурсе Советов, подведении итогов месячника пожилого человека, проведении Нового года, участие в городском конкурсе поэтов, о проведении Масленицы, о проведении отчетной конференции, о реализации проекта «70 лет, 70 добрых дел». Итак, по инициативе Совета жители активно занимаются благоустройством, благотворительностью, развитием физической культуры и спорта, народным творчеством, содействием формированию активной жизненной позиции молодежи. Я вам сейчас буду доклад, а вы будете смотреть на себя и любоваться нашими делами. Итак, благоустройство. Большим преимуществом нашей работы является компактное расположение домов нашего микрорайона. Это спальный район. У нас нет промышленных предприятий, но имеется развитая социальная инфраструктура. То есть достаточное количество магазинов, кафе, аптек, парикмахерских мастерских по ремонту обуви, социальные объекты, почта, сберегательные кассы, 2 поликлиники, 2 школы, 3 детских клуба, многочисленные детские и спортивные площадки и общее место для проведения массовых мероприятий «Красная горка». Отрадно отметить, что в этом году, благодаря усилиям председателей Советов многоквартирных домов, во многих домах на подъездах сделаны косметические ремонты, заменены трубы горячего и холодного водоснабжения, заменены почтовые ящики, приведены в порядок входной двери. Практически около каждого дома посажены цветники, благоустроены места отдыха для жителей дома и детские площадки. Традиционно проводимые весенние субботники способствуют сплочению жителей и поддержанию чистоты и порядка вокруг домов. В городском конкурсе Советов, кстати, впервые в этом году, в номинации «Лучшая придомовая территория» награждены ценными призами были председатель Совета дома «Фруктовая 7/2» Черутова Александра Ивановна и председатель Совета дома «Кудинская 3» Блохина Татьяна Павловна. 29 человек были награждены ценными подарками за вклад в благоустройство микрорайона. В этом году мы участвовали в районном городском конкурсе Советов МКД. 4 совета были награждены как победители районного конкурса Советов.
А председатель Совета дома по Радужной 14 Мякишева Вера Владиславовна стала победителем городского конкурса. Также Совет дома Усилова 4 получил сертификат на строительство детской площадки и стал участником конкурса «Город, в котором хочется жить». Детская эстрада построена на Красной Горке, и на ней уже проходит мероприятие. Итак, мы переходим дальше к радингам. К нашей второй теме – это развитие добровольчества, благотворительности, социального партнерства. В стремительно меняющемся мире мы нашли свои приоритеты. Это развитие добровольчества, социального партнерства. Комплексный подход в работе Совета в сфере благотворительности невозможен без тесного сотрудничества с социальными партнерами. Мы рассматриваем благотворительность в более широком смысле, не только как деятельность благодарителей и благополучателей. Ведь в сущности вся общественная ваша работа – это и есть благое дело на пользу обществу. Благотворительную деятельность мы осуществляем в рамках постоянно действующих акций или долгосрочных проектов. Неоднократно замечено, что системная работа приносит гораздо более значимые результаты. И что очень важно, мы не стоим на месте, а проводим наши акции в новом формате. Шестой год у нас проводится акция «Хорошие вещи, здоровая жизнь». И многие жители микрорайона знают, что в помещении Совета всегда можно получить конкретную поддержку. В этом году, в прошлом году, на заседании Совета 9 июля, практически год назад, было принято решение об открытии пункта помощи оказания украинским беженцам. И с 14 июля этот пункт у нас был открыт в помещении Совета. Более 200 жителей микрорайона откликнулись на просьбу Совета и приносили в Совет лекарственные средства, предметы личной гигиены, сезонная одежда, обувь, продукты питания. А 31 человек оказали финансовую поддержку и перечислили деньги на бюджет Министерства социальной политики. Было отправлено 6 машин с новыми вещами в Центр социальной поддержки Нижнего Новгорода. А всего в помещении Совета мы приняли 93 беженца из Луганской и Донецкой областей. Но не забываем мы и своих жителей. И по-прежнему до сих пор, даже на сегодняшний день, в помещении Совета у нас осуществляется эта акция, и до сих пор жители приходят и получают у нас вещи. Третий год у нас продолжается акция «Книга из рук в руки». Но изменения есть и здесь. Отправили в августе месяце более 1000 томов, собранных жителями для учреждения СИЗО. И эту благотворительную помощь мы дополнили еще мужскими вещами, в которых очень нуждается вот эта категория людей. В прошлом году мы заключили договор социального партнерства с руководством СИЗО-1. И с марта месяца в школе 35 заработал гражданский проект «Основы конституционных прав граждан России». Сотрудники СИЗО провели ряд встреч с учащимися старших классов по профилактике правонарушений. Эта же работа будет продолжаться в этом году. Несколько лет у нас продолжается акция «От сердца к сердцу», в которой принимают участие добровольные помощники по оказанию помощи престарелым и больным людям. Юздизликова Алла Николаевна, Румова Татьяна Степановна, Павлова Валентина Михайловна, не забывая своих подопечных, навещая их и оказывая помощь по хозяйству. Поздравляем их с праздниками и юбилеями. Оформление субсидий в помещении Совета также является одной из инициатив, проявленных Советом. И дважды в год жители пользуются этой услугой. Очень значимой благотворительной помощью для жителей микрорайона является консультация студентов Высшей школы экономики. В этом году 73 жителей микрорайона получили поддержку в отстаивании своих интересов. И в этом году у нас работала очень сильная группа ребят, и я уже поблагодарила преподавателя Высшей школы экономики за эту работу. Я надеюсь, что на будущий год ребята у нас будут такие же ответственные. Особой заботой общественности и благотворителей окружены наши дети. Третий год в нашем микрорайоне проходит акция «Дед Мороз в гостях». То есть 43 ребенка с ограниченными физическими возможностями встречали Дед Мороз и Снегурочку дома. Получили сладкие подарки, посмотрели мини-спектакль. Особенно этот Новый год запомнился Никите Конникову, Фиминым, Насте, Максиму, Данилу, Ксении,
Градусовым, Никите, Саше, Ксении, потому что Дед Морозом у них был наш депутат Олег Сорокин. Эта же акция состоится и в этом году. А всего на новогодних мероприятиях 476 детей получили новогодние подарки. У нас также проходили мероприятия «Красёв», Дед Мороз и его команда, «Первая елка». Все подарки предоставила администрация района и наши благотворители. Также у нас продолжается акция «День доброго поступка». Это те, кто владеет какими-то полезными навыками, обучают и помогают тем, кто в этом нуждается. Закрепление навыков компьютерной грамотности, модная прическа и новый рецепт, способы релаксации в домашних условиях – это девиз активистов. Знаешь сам, поделись с другим. Второй раз в этом году мы проводили Всемирный день эколога. У нас был благотворительный экологический субботник на нашей любимой Красной Горке. И я надеюсь, что и на следующий год это уже будет хорошей традицией. С особой почтительностью и уважением Совет относится к деятельности председателей Советов многоквартирных домов, которые добровольно и самоотверженно, невзирая на возраст, личные проблемы, состояние здоровья, организуют субботники, посадку кустов и цветов, благоустраивают придомовые территории, проводят внутридворовые праздники, улучшают жизнь жителей дома. Слова благодарности хочется также сказать и в адрес наших других благотворителей. Конкретно, например, редакция газеты «День города», потому что 7-й год подряд она бесплатно предоставляется жителям микрорайона. Этот почин поддержала редакция газеты «Патриоты Нижнего». Также эту газету мы получаем бесплатно в совете, раздаем жителям. И очень приятно отметить, что с января этого года мы стали получать в Совете газету «Жилищный вопрос». Она очень востребована и среди жителей, и среди председателей. Все 3 издания получаем каждую среду в Совете. И, конечно, нам всегда приятно, когда жители микрорайона, наших активистов приглашают на благотворительные мероприятия. Мы по-прежнему активно сотрудничаем с Центром альтернативной медицины, посещая благотворительные сеансы. Более 400 жителей микрорайона посетили в этом году культурные мероприятия, побывав на благотворительных концертах и спектаклях в кинотеатре «Рекорд», театрах драмы, комедии, оперы, филармонии, Доме ученых, в цирке. Очень приглянулся нашим жителям такой проект, как университет старшего поколения. Более 40 человек уже овладели компьютерной грамотностью. Каждую среду посещают кинотеатр «Рекорд». Записались на курсы «Здоровый образ жизни», «Садоводство», «Экономическая грамотность». Всего в этом году Советом проведено 62 благотворительных мероприятия, включая посещение одиноких пожилых людей в декаду пожилого человека, праздник «Добрые соседи», информационные дни о здоровье, круглые столы по проблемам пожилых людей, встречи с интересными людьми. Благотворительность не зависит от социального статуса и материального положения, и доброе дело каждому по плечу. Не остается Совет в стороне и чутко реагирует на запросы жителей. Члены Совета входят в состав комиссии по обследованию квартир, кстати, вот сегодня была очередная комиссия, составляют запросы различные организации, отвечающие за тарифы, благоустройство, формулируют свои предложения по улучшению социальных условий проживания. И все-таки мне бы хотелось отметить, что этот год особенный. Год 70-летия Великой Победы. В микрорайоне были вручены медали 531 участнику войны и труженику тыла. Состоялось множество мероприятий. Интервью с участниками войны и тружениками тыла. Тестирование тружеников тыла прибором Lotus Onyx. Уборка квартир, оформление стендов Великой Победе посвящается. Уроки мужества в 30-35 школах в институте имени Витте. Акция «Живая книга». Благотворительный концерт «Песни Победы», который был подготовлен студентами Нижегородской консерватории. Открытый урок «Друзья моих военных лет», 35-я школа. Спектакль детского театра «Успех» и на Донецке для участников войны и тружеников тыла. Посадка аллеи сирени на Красной Горке. Мы присоединились к всероссийской акции «Сирень Победы». Торжественная линейка и возложение цветов к памятным местам микрорайона. Праздник Победы на Фруктовой 7/3. Там, кстати, мы заняли первое место в городском конкурсе. Презентация 9-й книги Тулупова Василия Ивановича «Фронтовые были».
И, конечно, все жители микрорайона участвовали в шествии к вечному огню, многие, и в акции «Бессмертный полк». Далее, кратко, о развитии физической культуры и спорта и продвижении здорового образа жизни. Здоровье нации не пустые слова. Это направление деятельности требует особого внимания. Практически в каждом дворе установлены детские площадки, где есть возможность детям развивать свои физические возможности. Большой популярностью у жителей микрорайона пользуется спортивная площадка у школы 35 и Усилова 6, где занимаются подростки и взрослое население. В 7 дворах нашего микрорайона установлены турники, и подростки проводят там значительную часть своего времени. На базе спортивного зала школы 35 проводятся занятия, на которых участники поддерживают свою спортивную форму. На революционных днях, посвященных здоровью, участники встречались с представителями народной и традиционной медицины, и каждый находил свою форму и свой формат поправления здоровья. Также пользуется популярностью и обследование в медицинском центре поликлиники номер 7. Старшее поколение не сдает свои позиции. Периодически в Совете собираются пенсионеры и проводят шахматно-шашечные турниры. А житель нашего микрорайона Физды выступал за честь Нижегородского района в спортивной олимпиаде пенсионеров. Каждый вторник, кстати, это наше новшество, каждый вторник и четверг жители микрорайона занимаются на свежем воздухе на спортивной площадке Усилова 6. Одним из ярких мероприятий, вернее, очень таким ярким мероприятием в нашем микрорайоне стал турнир памяти героя Усилова по мини-футболу. Он уже у нас проводился 5-й раз. Содействие формированию активной жизненной позиции молодежи и поддержка молодежи. Одним из основных направлений деятельности Совета является работа с молодежью. В этой работе мы, конечно, опираемся на педагогические коллективы школ 30 и 35. Особое значение придается патриотической работе. Современное военно-патриотическое воспитание детей невозможно без привлечения общественных организаций. Нам очень помогают приличные ветеранские организации. И традиционно в нашем микрорайоне отмечается такой праздник, как День государственного флага. В этом году он тоже у нас будет отмечаться 22 августа. Хочется отметить, что наши библиотеки, на нашей территории находятся 2 библиотеки, также проводят различные массовые мероприятия по развитию навыка общения книгой и привитию интереса к различным отраслям знаний. Одним из самых любимых праздников, проводимых в нашем микрорайоне, это День защиты детей. В этом году он у нас проводился на нашей новой детской эстраде. Постоянно Совет занимается и пытается привлечь молодежь к общественной работе. Здесь у нас тоже есть определенные достижения. Значит, в этом году, благодаря нашему активисту Котову Сергею, была создана страничка наша, но, к сожалению, отсутствие финансовых возможностей пока не позволяет нам продолжить это. Но надеемся, что мы этот вопрос будем решать. И очень приятно, что на массовых мероприятиях, которые проводит Совет, стало больше появляться молодежи. В Усиловском микрорайоне много талантливых людей, и мы всегда поддерживаем их творческие начинания. Практически постоянно в помещении Совета проводятся выставки наших мастериц. Мы участвуем во многих мероприятиях, проводимых районным, городским и областным советом ветеранов. И периодически мы получаем там награды и премии. А с сентября месяца прошлого года в Совете занимается детский кружок малышов, где дети вместе с родителями обретают навыки ручного труда в изготовлении полезных и привлекательных вещей своими руками. Всего Советом за этот год было проведено 197 мероприятий. Вполне естественно, что мы работаем в самом тесном контакте и с администрацией района, и с администрацией города, и с духом Нижегородского района, с обслуживающей организацией «Прогресс» и Усиловской, студенческим правовым бюро, управлением социальной защиты, библиотеками, школами, Нижегородским отделением партии «Россия», приемные депутаты Сорокина, клубом «Успех», молодежным парламентом, районным советом, первичными ветеранскими организациями. И, конечно, прежде всего, от имени членов Совета, лично от меня, как от председателя Совета, самое искреннее восхищение всем нашим усиловским активам.
Спасибо вам.